Здравствуйте! В эфире «Вести Чувашии». Сегодня наша республика отмечает 100-летие. Основной площадкой для празднования юбилея выбран Красночитайский район. И поэтому мы здесь. Кроме того, вся страна, в том числе и Чувашия, сегодня отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В Красных Читаях сумели объединить оба праздника. И главным подарком муниципалитету в этот день стали благоустроенная Площадь Победы и Аллея Славы. Открыть обновленные площадки в райцентр приехал временно исполняющий обязанности главы Чувашии с депутатами Госдумы России. Олег Николаев прошелся по брусчатым дорожкам аллеи и даже опробовал новую воркаут-площадку. В 2 метрах расположилась и небольшая площадка для скейтеров, с которой пока местная детвора катается как с горки. Но депутаты пообещали, что совсем скоро организуют ребятам встречу с профессиональными спортсменами, чтобы те преподали им пару уроков катания на скейтборде. А для самых маленьких на Аллее Славы теперь есть детский городок. Оценили гости и фонтан, появившийся в Красных Читаях прямо перед Домом культуры, а также зону отдыха с навесом, деревянными скамейками и качелями неподалеку. В рамках благоустройства удалось заасфальтировать и прилегающую к площади Победы дорогу, тротуары. Сами жители констатируют, заброшенная еще до недавнего времени территория стала зоной притяжения. Очень рада, что в Красных Читаях появилось такое красивое место, где люди могут отдохнуть, дети могут кататься. А раньше здесь был пустырь. Нам, жителям, надо такую красоту беречь, потому что сделали для нашего района. Я в городе живу, специально приехала сюда, чтобы повидать такую красоту. Так что вот и теперь мои внуки приедут завтра, внучки здесь будут гулять. Очень здорово. Спасибо всем республике, спасибо. На проведение всех работ из республиканского бюджета в рамках празднования столетия было выделено 35 миллионов рублей. Олег Николаев отметил, у всех населенных пунктов Чувашии есть возможность запустить подобный процесс обновления и благоустройства территории именно в год столетия республики. Правительством принято решение выделить 300 миллионов рублей. То есть, исходя из того, что каждый населенный пункт Чувашской республики получит по 100 тысяч рублей, а малые города и столица, и город Новочебоксарск получат деньги, исходя из численности населения. На что эти деньги направлены? Ровно на начало этих преобразований. Сегодня же в Красных Читаях Олег Николаев заложил капсулу с посланием потомкам Чувашии, которую предполагается открыть через 50 лет, а также передал памятные награды самым достойным жителям Красночитайского района, среди которых врачи, работники АПК и ветераны труда. А благоустройство этой территории в Красных Читаях продолжится. Здесь предстоит провести ремонт освещения и тротуаров. К августу, когда должны будут пройти массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики, все работы должны быть завершены. Екатерина Храмкина, Семен Антонов, Вести, Чувашия.